Еще с древнейших времен территория современной Абхазии была одним из центров международного торгового и культурного обмена. История денежного обращения в Абхазии без преувеличения насчитывает тысячелетия. Первые монеты появились на территории Абхазии 2500 лет назад. Они известны под условным названием колхидки. Они чеканились греческими полисами, в том числе расположены на территории Абхазии. Абхазия в разные исторические периоды находилась под влиянием крупных государств и величайших империй. И каждый такой период связан в том числе и с появлением новых денежных знаков, некоторые из которых чеканились прямо здесь. Можно отметить очень редкие монеты, отчеканенные колхидскими правителями. Это монеты Савлака, неизвестные в нескольких экземплярах. Монеты Аристарха, тоже несколько экземпляров, которые были отчеканены в период установления власти Рима, в период нахождения на территории Колхиды, Абхазии, войск под командованием знаменитого полководца Помпея. Естественно, очень важен для нас период обращения византийской монеты. Помимо того, что она обращалась на территорию Абхазии, она послужила прообразом для монет абхазских царей. На этих монетах отражена титулатура абхазских царей, свидетельствующая о постепенном, поэтапном росте могущества этого государства. Хочется отметить также подражание арабским дирхемам. Первая монета, на которой было отчеканено название нашей страны, это было подражание арабскому дирхему. Это монета Баграта I. На ней содержится легенда следующего содержания: «Христе возвеличь Баграта, царя абхазов». Это монета IX века. Вот это первый нумизматический памятник, несущий на себе имя нашей страны. И очень интересен был период присутствия здесь генуэзцев, османский период. Вот османский период, из этого периода нами в абхазском языке позаимствовано название номиналов и вообще название денег, апара, это проистекает от названия турецкой монеты пара. Период Российской империи, советский период. Вот особо хочется отметить период после того, как рухнула Российская империя, это с 1917 года по 1924 год, то есть до момента введения на территории Абхазии советской денежной системы. Это чрезвычайно интересный и разнообразный материал, который нуждается, конечно, в изучении и экспонировании. Историки Астамур Таня и Ибрагим Чкадова провели ретроспективный анализ истории денежного обращения Абхазии. Результаты этого анализа и легли в основу книги «История денежного обращения Абхазии». Вся эта работа была инициирована Национальным банком республики. Идея выпуска абхазских памятных монет появилась в середине 90-х, и принадлежит она первому президенту республики Владиславу Ардземба. Владислав Ардземба и ввел в обиход привычное для нас сегодня название абхазских денег – абсар. Он исходил из названия абсаса. Это вот вообще в старину у многих народов миновая единица — это была скотина домашняя, там овца, коза, бычок. Есть народы, у которых там ракушки редкие были, у кого-то жернова мельничные, и есть деньги, которые размером там 2 метра диаметра в камне тесаны и так далее. Вот в абхазцах в данном случае абсаса — это значит ягненок, да, вот миновая была, и она созвучна и Абхазии, и все вот эти вот как-то сложились, вот название вот это абсар. Были версии, там на территории Абхазии бытовала монета аспра, она тоже так по-абхазски звучит, но аспра она была то ли генуэзская, то ли, ну, я не знаю, итальянская, в общем. Она была девальвирована у себя на родине, ее перестали, значит, чеканить, но в Абхазии ее продолжали вплоть до 16-го, даже, по-моему, чуть ли первой половины 17 века печатать, чеканить, и в серебре. Здесь она пользовалась спросом. Оно перекликается и с абхазским словом ахпса, это то есть стоимость, и абсар еще перекликается с названием нашей страны. Ну, тут аналогию можно привести. Это Франция — франк, Литва — лит, Латвия — лат. К сожалению, до нас те названия номиналов, которые до нас дошли, они заимствованы. Это названия, иностранные названия номиналов. Поэтому мы пошли по пути создания собственного названия номинала. Первые эскизы абсаров появились еще в 90-е годы, но в силу того, что чеканка монет – это очень сложный технический процесс и обеспечить высокий уровень качества тогда было невозможно, проект был отложен. Он был реализован уже в 2008 году на более высоком техническом уровне. В этой связи хочется особо отметить роль тогдашнего председателя банка Илариона Аргун
и заместителя председателя банка Эммы Таня, которая курировала этот проект. Вот, были достигнуты договоренности с Гознаком и была осуществлена первая эмиссия от имени абхазского государства. Несмотря на то, что название Апсар закрепилось за номиналом абхазских денежных единиц еще в 90-е годы, официальный законодательно закрепленный статус Апсары получили только в 2018 году. Автор большинства из выпущенных Национальным банком Абхазии памятных монет – художник Батал Джапуа. Картины могут исчезнуть, сгореть, там что угодно. А монеты, если они хороши, то они обязательно попадают к коллекционерам. Ну, а коллекционеры это уже считайте как в музее, да, и эти коллекционеры по всему миру. То есть это точно останется. Во всех отношениях, вот, с точки зрения политики, там, да, и каких-то вот вещей, которые, значит, олицетворяют наше государство, монетное дело это очень серьезное. Да, вот в этом плане Нацбанк действует очень хорошо. Когда возникает, значит, заказ, вот недавно была сделана монета, связанная с участием абхазских добровольцев в Первой мировой войне, так называемая монета «Абхазская сотня». И когда вот этот заказ мне был предложен было выполнить, то, естественно, я начинал с того, что искал оригинальную форму, которой еще не было, потому что монетное дело, оно по всему миру широко, и там очень серьезные художники работают, и как-то повторяться это вот нам не гоже, да. И если эскиз уже утверждается руководством, дальше, значит, он уходит уже на Гознак. Вот этот эскиз мой они должны уже выполнить в гипсе. Вот, то есть вырезать вот это все в гипсе, да, точно, чтобы мы могли понимать, что точно они все поняли, и то, что мы хотим, там отражено. После утверждения гипса уже, естественно, значит, они наработать начинают над штампами, такими специальные штампы, так, матрицы Пуансон, которыми с огромной скоростью бьются уже заготовки круглые, там, серебра, или если это золото, золото. Там. То есть процесс он непростой, но уже как бы такому обоюдному, значит, такому удовольствию можно сказать, что он уже налажен, и мы работаем с ними довольно легко. Банк Абхазии ведет активную работу по популяризации миссионной деятельности на международном нумизматическом рынке. Можно выделить два направления. Первое – это участие в международных конгрессах, выставках и конференциях. Второе – это публикации в нумизматических изданиях по всему миру. Участие в подобного рода международных нумизматических событиях, учитывая политические реалии сегодняшних дней, это единственная возможность заявить о себе как о самостоятельном, независимом миссионном центре, который представляет республику наравне с другими странами, банками-регуляторами, монетными дворами. К примеру, мы дважды участвовали в самом крупном нумизматическом событии Северной Америки, это New York International Numismatic Fair. И помимо участия с докладом в научной части, у нас также был представлен стенд, на котором были все наши монеты, на котором был представлен специально выпущенный для этого каталог монет, систематизированный на английском языке. Была представлена вся наша государственная атрибутика, флаг, карта. То есть мы ведем такую небольшую еще и просветительскую деятельность, рассказывая о стране в целом, и уже после этого мы рассказываем про монеты, которые мы имитируем как независимый самостоятельный миссионный центр. Также мы пытаемся осваивать и другие направления, к примеру, это азиатское направление, которое является достаточно таким сложным, потому что азиатский рынок, он очень большой, Абхазию практически там не знают. И вот в прошлом году мы участвовали в самом крупном событии Азии нумизматическом, это Hong Kong International Numismatic Fair, которое ежегодно проходит в Гонконге. Вызвали большой интерес наша экспозиция. По итогам этой выставки было опубликовано интервью с председателем Бесламом Владиславовичем Барателли в китайском издании. В мае 2019 года Нацбанк участвовал в выставке в Турции, в городах Стамбул и Сакария. Экспозиция Банка Абхазии пользовалась большой популярностью. Ее посетили преимущественно представители многочисленной абхазской диаспоры, проживающей в Турции, а также представители северокавказских общин Турции и турецкая интеллигенция. Также Нацбанк является ежегодным участником крупнейшего нумизматического события в России – международная конференция и выставка Coins. Естественно, участие дается не совсем просто, так как, учитывая политические реалии сегодняшние,
Грузия, естественно, ставит всегда нам препоны, и поэтому ведется очень большая подготовительная работа перед участием в каждой выставке, в каждой конференции. Мы заключаем, проводится большая юридическая работа сопровождения, чтобы у нас не возникла проблема уже непосредственно на месте. Естественно, там какие-то инциденты возникают, когда представители грузинской общественности приходят к нам на стенд, но мы все-таки представляем там независимо, как Абхазия. Нумизматическое сообщество, оно очень широкое. Вот. И наши монеты разошлись по всему миру. Человек, который занимается нумизматикой, он непременно будет интересоваться и дальше он будет интересоваться историей, кто изображен, что такое современная Абхазия, что такое прошлое Абхазии. В прошлом году тоже я хочу отметить, что впервые в истории Абхазии от ее имени была напечатана памятная банкнота. Разные боны печатались на территории Абхазии, но я хочу подчеркнуть, что это были частные выпуски, либо выпуски городских управ, например, как Гагарская или Ачимчирская управа. Они осуществляли собственные эмиссии, да, Ачимчирская эмиссия до нашего времени не сохранилась. Была попытка эмиссии Сухумской, но от имени абхазского государства это была первая эмиссия бумажных денег. Одним из ярких достижений Национального банка в популяризации абхазских денежных знаков стала публикация в старейшем в мире нумизматическом каталоге американского издательства Краузе. Каталог собрал в себе информацию о монетах всех стран мира, выпущенных с 2001 года, и высоко ценится у коллекционеров. Попасть туда очень непросто, есть определенные критерии, как раз-таки участие в определенных нумизматических событиях необходимо, американская конференция, в которой мы участвовали, необходимы публикации соответствующие. Большая работа подготовительная была проведена, планомерная, поэтапная, и, наконец, мы были опубликованы в этом каталоге. Но хочется сразу отметить, что, как представлены обычно страны, это несколько страниц черно-белые, а Абхазия же была представлена немного иначе. Если мы открываем каталог, мы сразу видим нас на первой странице. Наша карта, где обозначены границы с нашими соседями. Далее немного рассказывается вообще, как строилась абхазская государственность, про нашу историю, про культуру. И уже после этого мы начинаем рассказывать про наши монеты. Помимо каталога Краузе, мы публикуемся в самого разного рода нумизматических изданиях в мире. К примеру, это и всегда пытаемся подобрать тематику, которая будет интересна в каждой конкретной стране. К примеру, у нас есть журнал Coins, британский журнал, и в нем мы опубликовали статью, посвященную Абхазской сотне. Это статья, посвященная столетию окончания Первой мировой войны и воинам из Абхазии, сражавшимся в Абхазской сотне, черкесской дивизии. И эта тематика особо широко отмечалась вообще столетие окончания Первой мировой войны в Великобритании, в странах Британского Содружества. И когда мы предложили эту тему редакторам, конечно же, она их очень сильно заинтересовала, и по итогам была как раз-таки опубликована наша статья в этом журнале. Помимо этого, к примеру, мы опубликовали в самом крупном французском издании, это Monet Magazine. И тут нас ждала приятная неожиданность, когда мы уже получили свои экземпляры журнала, оказалось, что анонс нашей статьи они вынесли на обложку, что очень приятно, да, вот тут коммунике de la Banque d'Abkhazie, прямо на обложке. Наш сайт работает на 4 языках: абхазском, русском, английском, турецком. На нем регулярно публикуются новости, и поэтому в мире можно отслеживать деятельность Банка Абхазии, в том числе и миссионную деятельность. Вся многовековая история Абхазии нашла свое отражение и в денежных знаках. Нацбанк Абхазии собрал уникальную коллекцию найденных на территории республики монет античности и средневековья, денег времен Российской империи и Советского Союза. Уже собралась коллекция из десятков монет современного периода. Это богатейшее историко-культурное наследие нашего народа. И для того, чтобы у нас с вами и гостей нашей страны была возможность с ним познакомиться, и будет открыт первый в истории Абхазии музей денег. Создание музея, в котором будут экспонированы памятники нумизматики, бонистики Абхазии, конечно, очень будет важным событием и для абхазской науки, и для абхазской культуры, и для популяризации всех наших достижений, популяризации самой идеи государственной независимости Абхазии. Я уверен, что это будет создано на достаточно высоком уровне, чтобы людям, которые будут его посещать, было интересно. Давно надо было делать. Я думаю, что это будет очень серьезный музей. В нем будут представлены большая коллекция. Я надеюсь, она будет только
добавляться, имею в виду исторические монеты и современные, станет доступным людям огромный объем информации, новой информации об истории Абхазии, об истории всей Айкумены, окружающего мира. Мы же не на острове жили. Куча разных империй сквозь нас прошла, и мы сквозь себя это пропустили, и сами были определенным образом империей в свое время. И это все отражаться должно в деньгах, отражается во многих вещах, архитектуре и так далее, и так далее. Но деньги – это основополагающая вещь. В этом плане люди получат огромный объем информации, просто великолепно. Автором проекта нового музея стал архитектор Кама Кация. Работая над проектом, архитектор шла к определенной цели – создать современное респектабельное пространство, в котором будет выставлена экспозиция денег разных эпох. С самого начала я, правда, испугалась, потому что это достаточно ответственно, и это центр города, и очень видное место, и это Национальный банк, и вещь, которая останется в истории. И себя вписывать в историю всегда немножко страшненько. Задач было несколько. Во-первых, само строение должно быть органично вписано в уже имеющееся строение Национального банка, так как здание Национального банка является памятником архитектуры и уже когда-то подвергалось изменениям. Задача была пристроить к нему некий объем, не нарушив общую целостность стиля и не разрушив его, а такой вот как бы органичным, логичным продолжением его. В музее предусмотрены 3 основных зоны. Это входная зона, зона перехода, где раскрывается история происхождения денег и то, как они производятся, и самое главное – зона экспозиции. Так как каждый год выпускается большое количество новых интересных монет, и им нужно некое пространство для того, чтобы быть презентованными, то было решено первую входную часть самого зала посвятить уже как бы будущим презентациям монет и сделать его таким парадным, представляющим саму тему денег. То есть такие разные намеки на фонтан денег, намеки на оникс, на золото, на мрамор на полу, который с прожилками золота. Уже как бы человеку потихоньку должно было раскрывать повествование самой идеи денег, идеи как бы богатства. Хотелось соединить все эти объемы, не теряя при этом света. Поэтому большая часть и первой входной группы, и следующих объемов в нее была интегрирована кровельная остекление. Таким образом мы получаем большое воздушное пространство, которое непонятно какое по объему, непонятно какое по пропорции. И это такая одна из ловушек, в которую попадает зритель. Сама зона экспозиции делится на 4 зоны уже внутри по историческим периодам, и каждый из которых представляется в виде экспозиции монеты, экспозиции бумажной в виде облигаций либо бумажной банкноты, артефактов и видеоносителя, видеоряда того или иного периода. Есть такая задумка обозначить каждую зону картой мира и показать на этой карте мира зону, где распространялись данные монеты конкретной периодики. И помимо основной экспозиции мы бы хотели увлечь зрителя разного рода предметами искусства. Вот. Центр зала предполагается украсить в будущем некой скульптурой на тему денег. Это может быть какая-то абстракция. Стены зала могут быть украшены временными экспозициями и, может быть, гравюрами разных эпох. И я бы хотела отметить, что изначально рельеф предполагал двойное разделение музея при помощи лестницы. Но в процессе строительных работ мне удалось нивелировать высоту и организовать входную группу таким образом, чтобы музей стал доступен для малоподвижных групп. Для меня это была важной задачей, и уже эта задача осуществилась. Ну и надо отметить, что город тоже правильно воспринял идею. В общем-то, все с удовольствием, правда, вот все, кому я и город, и Министерство культуры, всем, кому я показывала проект, и с кем консультировалась, и утверждали мы входную группу, и то, что это памятник архитектуры, достаточно ответственная интеграция, не хотелось нарушить это все. Все очень положительно и позитивно это восприняли, помогли, подсказали, и как бы такими общими усилиями, я думаю, результат будет достойный. Ислам Владиславович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об эмиссионной деятельности Национального банка. Когда она началась? Как вы знаете, с момента обретения независимости, с окончанием
Отечественной войны нашей с 1993 года стал подниматься вопрос об эмиссионной деятельности. И в 90-е годы стали разрабатываться эскизы монет, эскизы банкнот, которые при Владиславе Григорьевиче Ардзенбо получили название «Апсары». Потом позже они были узаконены. И с признанием Российской Федерации и Республики Абхазия как независимого государства реализация этой идеи стала возможна. Первые «Апсары» это были золотые монеты Владислава Ардзенбо, серебряная монета Владислава Ардзенбо, монета Аяйра были имитированы в 2008 году, тогда руководителем банка был Ларион Шамахович Аргун. И можно сказать, что история монет начинается именно с 2008 года. На сегодняшний день в Банке Абхазии уже имитировано около 70 монет на данный момент, да, 70 видов монет и одна единственная банкнота. Процесс этот продолжается. В этом году мы ждем поступления и эмиссии еще 3 монет в ближайшее время, и к концу года ожидаем выпустить еще 4. То есть еще дополнительно 7 монет, которые будут имитированы Банком Абхазии в этом году. Расскажите об идее создания музея денег. На самом деле до музея денег мы дошли позже. Изначально мы исходили из того, что Банк Абхазии – это банк независимого государства. Хоть и мы и не являемся эмитентом платежного средства, которое в качестве средства платежа обращается на территорию Абхазии, мы знаем, что единственным платежным средством является рубль. Но тем не менее, как мы только что говорили, Банк Абхазии имитирует денежную единицу Апсары, и он является одним из атрибутов независимого государства. А коль скоро мы являемся независимым государством, коль скоро у нас есть такой институт, как Национальный банк, мы должны понимать, что сегодня Банк Абхазии – это не просто хранилище и не касса. Мы и как политический институт, который, в принципе, должен аккумулировать все материальные памятники истории, связанные с деньгами, с развитием денежного обращения. А идея изначально не возникла как создание музея Банка Абхазии. Речь шла о том, что в Банке Абхазии должны быть сосредоточены все монеты, которые выпущены Банком Абхазии. Мы стали видеть, что по мере того, как мы стали активно популяризировать эмиссионную деятельность банка, наши апсары, видеть, как на различных международных выставках имеется спрос на монеты Банка Абхазии, мы увидели, что стали расти цены на монеты, они стали активно вывозиться за пределы Абхазии и стали понимать, что такими темпами через какое-то время в Абхазии не останется монет, которые, и в частности в Банке Абхазии, которые выпускал Банк Абхазии. Поэтому, как и в любом государстве, при центральных банках имеются хранилища, фонды, где накапливаются все монеты, которые имитированы банком. Мы решили создать такой фонд в Банке Абхазии. Но мы пошли дальше, мы стали говорить о том, что раз уж такая возможность появилась, у нас есть помещение свободное в банке, мы его подготовили под презентацию этих монет, почему бы не сделать эту площадку не закрытой, а открытой? Ведь во многих странах при центральных банках есть закрытые музеи. То есть там есть музеи денег, они закрыты в особом режиме доступа. Но мы решили пойти по другому пути, сделать его открытым, во-первых, и для населения, для наших граждан, а во-вторых, и для туристов, которые массово посещают Абхазию, потому что это еще один канал распространения знаний об истории Абхазии, о том, что мы все-таки страна с богатой историей. Поэтому, помимо монет, которые были имитированы Банком Абхазии за последние 10 лет, нами было принято решение, значит, выставить и собирать монеты, которые имели хождение на территории нашей страны. А это 2500 лет почти. То есть богатейшая история, богатейший массив. К сожалению, львиная доля монет, львиная доля денег, которая имела хождение на территории Абхазии, у нас в стране ее нет. Мы видели проект музея, это современные интерактивные помещения, и интересно узнать, во сколько оценивается проект и откуда берется финансирование. Это бюджетные средства? На самом деле этот вопрос задают часто. Я хочу сказать, что Национальный банк – это не бюджетная организация. Мы не финансируемся из бюджета, то есть бюджетных средств у нас нет, мы их, естественно, не тратим. Более того, я вам скажу, Национальный банк за счет повышения эффективности работы и получения доходов за последние 5 лет
перечислил в бюджет заработанные деньги, я вам скажу, мы в 15 раз больше денег перечислили в бюджет Абхазии, чем за 20 лет существования Банка Абхазии. И в бюджет оценивается 8 миллионов рублей. Скажу сразу, что мы музей не строили с нуля. То есть за такую сумму, в принципе, здание современный музей не построишь. Речь идет о том, что мы выделили помещение, бывший актовый зал Национального банка, который располагался на первом этаже, но поскольку мы его практически не использовали для собраний раз в несколько лет, решили, что рациональнее всего будет это помещение, то есть эту комнату, которая уже есть, Национального банка, предоставить в качестве музея. Вы говорили, что проект окупается, но это не коммерческий же проект. Безусловно, мы, когда говорим об окупаемости, на самом деле просто спрашивают вопрос, выгодно или нет. Мы говорим о том, что там всего 2-3 человека будет сотрудников работать, и, в принципе, он будет окупаться. Хотя, честно вам скажу, мы вообще не исходили из того, что он должен окупаться или не должен, потому что это музей при Банке Абхазии, и его главной задачей является популяризация истории Абхазии. Это заявление о том, что у нас древняя и финансовая история, и древняя история денежного обращения на территории страны. Когда мы говорим о музеях, мы вообще не исходим из того, что он окупает. Это не коммерческий проект. У нас нет задачи, зарабатывать на этом. Хотя при том, что он будет окупаться, потому что это у нас главная туристская улица, там будут продаваться монеты, книги, связанные с историей денежного обращения, и штат очень маленький, 2-3 человека. Но мы вообще не думали об этом, что перед нами стала совершенно другая задача, а политическая задача. Не так давно мы наблюдали в грузинских СМИ шквал критики, когда они узнали о том, что в Абхазии создается музей денег. Вам очень хорошо известно, что нумизматика может быть достовернее письменных источников. И, как видно, это направление выбрали на пути фальсификации истории. Концептуально, путь фальсификации нумизматики в истории денег в их представлении может быть успешным, потому что если фальсифицируешь историю денег, это значит, что ты фальсифицируешь самый значимый исторический источник. Грузия очень пристально следит за событиями, происходящими в Абхазии, и мы привыкли к тому, что если они что-то критикуют, то, наверное, мы идем в правильном направлении. Это тот случай? Но я думаю, что это один из тех случаев, когда мы идем в правильном направлении. И такая реакция в Грузии связана с тем, что там хорошо понимают истинные цели создания такого музея, который мы делаем открытым и публичным. Потому что это политический акт, это свидетельство того, что у нас есть независимое государство, что мы еще одним институтом укрепляем эту государственность. И как мы слышим из Грузии, что мы пытаемся переврать историю Грузии, перетянуть одеяло на себя. То есть, по сути, обвиняют нас в том, что мы хотим заявить о том, что это наша история. Это история нашей страны, многовековой, которую мы хотим популяризировать и закрепить за нами. Естественно, такая реакция вызывает раздражение. Когда началась реализация проекта, на вас также много критики поступало и в Абхазии. Вы не пожалели о том, что начали этот проект? Тут речь вообще не идет о том, что жалею я или не жалею. Есть такие вещи, которые надо делать. Вот их надо делать, потому что надо делать. Спасибо большое, Беслан. Спасибо.